Итоги недели Министерства внутренних дел. С вами Айдана Канабекова. В Чолпон-Ате состоялось первое заседание Совета министров внутренних дел Организации тюркских государств. В ходе заседания глава МВД Кыргызстана Улан Язбеков подчеркнул важность заседания министров внутренних дел Организации тюркских стран. Это означает, что мы должны укреплять единство, дружбу, укреплять братские отношения, поднимать безопасность нашего народа на высокий уровень, вместе противостоять различным угрозам. Целью заседания министров внутренних дел Организации тюркских стран является оперативное пресечение угроз, связанных с безопасностью, формированием методов борьбы с преступностью в соответствии с требованием времени. Особенностью нашей организации – помимо борьбы с преступностью и пресечения международных преступных группировок, является укрепление безопасности, обучение и подготовка персонала высокого уровня и стремление к достижению новых высот. По итогам первого заседания Совета подписана декларация о взаимодействии. Министр внутренних дел Кыргызской республики, генерал-лейтенант милиции Улан Язбеков по приглашению Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики Ван Сяохуна прибыл с рабочим визитом в город Ляньюньгань Китайской Народной Республики для участия руководителя Министерства внутренних дел и полиции других государств. На полях указанного форума запланированы двусторонние встречи главы МВД Кыргызской республики с руководителями правоохранительных органов других государств. В рамках рабочего визита запланировано участие Улана Язбекова в первом совещании министров общественной безопасности и внутренних дел в формате «Китай. Центральная Азия». Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД задержан гражданин, находившийся в розыске по подозрению в убийстве активного члена организованной преступной группировки Кадыра Дусонова. 6 сентября 2024 года в одном из жилых массивов города Бишкек задержан разыскиваемый житель Узгенского района Ошской области гражданин МН 2001 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данные происшествия – последствия криминальных разборок за сферой влияния преступных группировок. В свое время за совершение этих преступлений были задержаны 3 граждан, активные члены организованной преступной группы Кадыра Дусонова. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД установили, что на территории Баткенской области работает преступная группировка, осуществляющая поставки наркотических средств с территории Кыргызстана в Российскую Федерацию. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД установили, что на территории Баткенской области работает преступная группировка, осуществляющая поставки наркотических средств с территории Кыргызстана в Российскую Федерацию. В результате проведенных работ были обнаружены 9 штук брикетов. В них были наркотические средства, гашиш общим весом 9 кг 120 грамма. 12 сентября 2024 года в WhatsApp-группах распространилось видео, где запечатлено психологическое насилие над ребенком. Установлена личность снимавшего видео ИТ 1985 года рождения, уроженец Алайского района. Мужчина доставлен в следственную службу. Гражданин из-за разногласий супруга ругал и снимал на видео своего сына с целью запугать ее. Также известно, что его супруга работает в Российской Федерации. По факту назначены все необходимые экспертизы, все граждане, причастные к этому инциденту, допрошены. Расследование продолжается. Это были события недели Министерства внутренних дел. С вами была Айдана Канабекова.